что вы видели и то, что стало. Завершение строительства домов 65-6 и 65-10 челнинские дольщики ждали долгих 7 лет. За их завершение взялись новые строительные компании в минувшем году. Что успели, оценил мэр города Наиль Магдеев. Во дворе уложен асфальт, готовятся детские площадки, сажают деревья. Доделать все обещают в мае. Внутренние дела, внутренние все. Разводка, электричество, отопление, слаботочка вся практически выполнена. Единственное, осталось установить приборы. Несмотря на самоизоляцию, 17-этажные и 10-этажные дома уже почти готовы. В них заселятся 200 обманутых семей. На достройку ушло 265 миллионов рублей. С материалом проблем никаких нет. Все вовремя завозится. Люди работают в полном рабочем режиме. Вот. Все, идем в графике. Финансирование ведется по проекту поддержки дольщиков. Успешно. Еще 5 лет назад обманутыми были почти 1000 челнинских семей. Сейчас больше половины живут в своих квартирах. Ситуацию мы развернули таким образом, что нашли муниципальные, республиканские, федеральные земли для того, чтобы в обмен на это наши строительные компании смогли, еще раз говорю, решить эту проблему. На все строительные программы помощи дольщикам за 5 лет властями Автограда и республики был выделен почти 1 миллиард рублей. К лету свои квартиры получат еще 25 дольщиков дома 65-3. Он включен в реестр в порядке 3-й очереди. А в столице республики остаются еще 9 долгостроев. Их заселят в следующем году. Юлия Муратова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.